историю человечества мы рассматриваем как архитектуру и скульптуру. Если хотеть работать, работу можно найти. Родился бы я лет 50 там назад или там 60. Может, меня уже повесили. Быть самокритичным – это самое главное. Интересных возможностей выразить себя. Творческие люди. Якутяне о культуре. Всем салют, меня зовут Максим, и это подкаст «Творческие люди». Мы приглашаем интересных людей со всей Якутии и говорим с ними о культуре, искусстве, истории. Сегодня у меня в гостях, пожалуй, один из самых известных скульпторов Якутии Николай Чечасов. Николай, здравствуй. Добрый день. Скажи, пожалуйста, сразу с тобой бросимся в бой. Скажи, насколько сегодня скульптура, да, чувствует себя как вид искусства хорошо в мире и в Якутии? Пока ты думаешь, я напомню нашим телезрителям, что человек, который сидит напротив меня, создал такие известные скульптуры, как «Дворник», мы все знаем его рядом с Центральным, да? Есть, поправь меня, называется по Карине в аэропорту «Девочка с собакой». Да, прекрасная на берегу Алекминской есть, посвященная реке Ленин, скульптура, да, как она называется? Красавица Лена. Красавица Лена, да, и харизматичный, смешной такой есть в старом городе Чурочник, да, Чурочник. Вот, это все эти прекрасные вещи сделал Николай Чечасов, и вот сейчас он вместе со мной в этой беседе мы обсудим, насколько скульптура в Якутске и в мире сегодня нужна. Ну, скульптура нужна. Так, конечно, как и во всем искусстве, сейчас есть небольшой кризис. Кризис жанра, наверное, скорее всего, не сколько скульптуры. А у нас в Якутии, у нас сейчас, запоздалый, наверное, соцреализм пришел, когда вовсю делаются памятники для каким-то знаменитым, известным людям Якутии. Вот. Почему запоздалый? Потому что он уже, этот период исторически прошел. Кончился, прошел, но У нас какой-то ренессанс новый, да, получается? Не ренессанс, это как Нео, да? Нет, как догоняющая волна последняя, наверное. Да, эхо большой. Вот, индустрия скульптуры у нас докатилась, видимо, поздно. И вот нас немножко так захлестнуло. Но очень радует, что появляются скульптуры, которые просто для украшения, для города, для села. Очень много в этом работают народные мастера, которые любители. Вот, в принципе, у нас это развивается уже как-то иногда лавинообразно, но так, в принципе, развивается. То есть скульптура сегодня... Ты знаешь некоторых скульпторов, которые тоже получают заказы, и мы можем сказать, что у нас в Якутске достаточное количество скульпторов, которые могут соответствовать заказам общества, да? У нас даже в Союзе художников около 10 профессиональных художников. Помимо этого есть профессиональные художники, которые не вступили в Союз художников. Ну и есть достаточно много любителей художников. Но любители не значит плохо. У нас делятся профессиональные и непрофессиональные по образованию. Именно получившие образование скульптурное профессионалами считаются. А так любители тоже есть очень хорошие, сильные. А сколько прошло времени, прежде чем ты был любителем и стал профессионалом? Если не секрет. С 15 лет пошел в училище, и уже по профессиональной линии пошел. Если взять по образованию. Если брать с первой скульптуры, вот когда первая какая-то скульптура. Первая скульптура, это где-то, наверное, в курсе на 2-м институте. Ты помнишь, что это было? И какая судьба ждала эту скульптуру? Это было надгробие. Оно стоит в Петербурге. Стоит? Да, конечно. Вот. А из тех культовых скульптур, немножко давай с тобой поговорим, да, которые вот мы можем сказать, что они культовые, да, какая может быть твоя самая любимая или какая-нибудь, может, интересная история связана была с одной из этих скульптур? Давай не будем говорить, что они культовые, просто медийно известные. Медийные, хорошо. Да, растиражированы благодаря соцсетям, да. Им хвала и слава.
Как-то так очень помогли раскрутиться соцсети, получается. Ну и сама скульптура, значит, хорошая, раз ее раскручивали, Николай. Ну, может быть, да. Любовь народная есть. Но вот народная любовь к 3, наверное, скульптурам большая. Даже в 2, наверное. Так. Дворника, которого одевают все время. Там шарфики, шапочки, костюм Дед И непонятно, в Мороза. какую сторону он смотрит. Не, он всегда вперед смотрит. Да-да-да, но я имею в виду, вот так посмотришь, он вперед смотрит, так посмотришь, он вперед смотрит, да? Да, он всегда впереди тебя и всегда убирает перед тобой грязь. Хорошо же. Вечный дворник, Да. которому не платит муниципалитет. Но он, по-моему, зарабатывает на рекламе неплохо. Ну да. Недавно он шторы рекламировал, до этого спортивный магазин какой-то А тебе рекламировал. какие роялти идет с этого? Ну, ему, видимо, идет, а мне нет. А тебе как автору нет? Не, ну, это уже достояние народа, Все, эта да? скульптура, да. А, вот, Он и же- то есть с тех пор, как ты его поставил, он уже не является Да, продолжением тебя. у него своя собственная жизнь, там, видимо, неплохо живет, полный упитанный такой. не А худеет. вторая? А, Ты упомянул Лена, 2. наверное. Мгм. Потому что почти каждый год в соцсетях опять вбрасывается фотография скульптуры и по новой какие-то там лайки, перепосты. Ну, почти каждый год. Недавно узнал, что, оказывается, Лена, она сделана из бетона, но она в каталоге сайта Камнереза России. Ух ты. Вот, и там написано, что одна из, типа, выдающихся, ну, красивых работ в России в современном Они думают, что из современной камня России. или по какой причине туда вошли? Ну, видимо, они думают, что она из камня, из мрамора. Видимо, поэтому включили. А что было сложнее сделать? Ну, и, наверное, Лену, да? Или дворника как-то ты интересно обдумывала, это занимало много времени? А нет, наверное. Ну, дворника, он родился спонтанно. Ну-ка. Мы как бы с Анатолием Каджигасовым думали поставить памятник, ну, какому-нибудь рабочему человеку. Решили, что дворнику хорошо было бы, потому что городу нужен какой-то такой символ работящего человека. Думали, наверное, года 2, а потом денег не стало, а как бы уже механизм-то включен. Уже в голове идет, крутится. И... Ночами видишь этого дворника, его образ, Не. слышишь, как он метет на улице. Просто вот в голове как-то фоном обработки информации идет, и случайно раз, и получился вот этот, который сейчас стоит. Вот, как маленький эскиз, и вот он еще года, наверное, 2 стоял. Вот у Ирины Дмитриевны в кабинете. А образ чурочника как родился? Это тоже история была, продолжение как бы дворника. Ну-ка. Дальше еще какому-нибудь рабочему человеку. Ну, раз он простой... А тогда же этот был 22-й год, да? Или 21-й год, когда решили ремонтировать проспект Ленина. И там выкопали вот эти вот чурки и так далее. Вот такая история, что мне сказали, ну вот как раз давайте сделаем чурочника. Увидела его образ, да, в сознании? Ну вот, получается, в 1922 году вышел указ к Октябрьской революции, ну, к юбилею Октябрьской революции замостить город чурочной мостовой. Был приказ, и вот как раз, по-моему, к 22 году мы решили его поставить. Вот как бы откопали чурки, вот был такой приказ 100 лет назад. Ну, вот такая история красивая получилась. Интересно. Вот. А так просто хотелось это, не знаю, как это сказать-то, повеселиться. Поставить его на одну ногу. Так это. Но тебе удалось, потому что он такой харизматичный, очень чурочник, да, видно, что юморной, есть с ним о чем поговорить. И любит покушать, его подкармливают. Ну, он друг дворника, наверное. Вряд ли тут делится. Ну ладно. Слушай, такой сразу вопрос, да? У нас существует кино, художественное искусство, да, там книги. Нет вот у тебя ощущения, что последние, не знаю, даже сказать, десятилетия, если не столетия, скульптура, она находится в тени, как вид искусства. Почему это произошло? И мы все помним прекрасные скульптуры, да, времен там, Римской империи и так далее. Почему скульптура, она как-то ушла в тень? Скульптура была в центре, допустим, вот у нас был Советский Союз, скульптура была флагманом, ну, монументальное искусство вообще, как и скульптура, в частности, была флагманом пропаганды. Видимо, в 90-е
народ уже устал от этой пропаганды, и скульптура немножко затихла. Ну и архитектура стала менее такой помпезной, она стала более демократичной, более современной, такой, как это сказать? Да, Минималистичный. минималистичной, да. И поэтому в скульптуре, в новой архитектуре у нас мало отдается места. Сложно в этом смысле тебе, как скульптору? Есть ощущение, что родился бы я лет 50 там назад или там 60? Нет такой мысли? Нет, мне нравится. Или там во времена императора Нерона, там, или еще когда они тоже, вот эти Лаокоон, ну ты знаешь, да, вот эти Ну все да, ага. прекрасные Ну, скульптуры. я думаю, если бы я родился тогда, может, меня уже повесили. За смелые идеи ты имеешь в виду, да? Ну, за какие-нибудь идеи, да. Вот. Ну, а так, сейчас очень хорошее благодатное время, очень много материалов. Ну-ка. Ну, допустим, вот дворник, он из бронзы, чурочник, он из железа кованого, лена из бетона, куча материалов, куча возможностей, куча таких интересных возможностей выразить себя. Мгм. То есть скульптор все современный, он не жалуется, он ищет возможности для того, чтобы создать что-то интересное, да? Ну, если жаловаться, то можно, конечно, и жаловаться, но как это нам учитель говорил, ну, если ты жалуешься, значит, ты получаешь мало денег. Если получаешь мало денег, значит, мало работаешь. А если мало работаешь, значит, ну, зачем ты пришел в эту Учитель твой в смысле профессию? как скульптор, да? А кто? Да, профессором. Кто это был? Профессором был Борис Алексеевич Пленкин, а преподавательным ассистентом его был Павел Дмитриевич Шевченко. Мгм. И вот они очень строго нас наставляли и говорили, если ты хочешь что-то суметь сделать, делай. Если ты этого не можешь делать, сразу отказывайся. Мгм. Я в этом смысле вспоминаю, может быть, ты был такой писатель Довлатов, Да, и у конечно. него есть в сборнике «Чемодан» Да. прекрасный рассказ про скульпторов, по-моему, «Номенклатурные полуботинки» называется, где он говорит, как он был помощником скульптора, спускался в метро, и в момент, когда у них стояла скульптура, по которой непонятно было, то ли это Ломоносов, то ли это еще кто-то, почему-то с женским этим из глобусом, он украл у начальника города, там, начальника ЦК ботинки. И вот как он вместе с этими скульпторами там путешествует, такой интересный тоже образ. Я после твоих рассказов понимаю, что скульптор, он всегда человек, с одной стороны, творческий, с другой стороны, как и любой творец, несчастный, потому что перед ним тоже вот эти его образы, как у писателя, как у другого деятеля. Но, может быть, скульптор в этом смысле, ты сказал, да, что сегодня минимализм, монументализма такого нет, да? Может быть, скульптор, он мыслит категориями большими сразу, как вот скульптура, как вот Ленин. Как эти идеи приходят к тебе? Не, ну, монументально раньше, до нас, получается, когда мы пришли учиться скульптуре, отделения у нас делились: монументальная скульптура, это вот весь пафос, вот, и станковая скульптура. Я пошел к моему профессору Пленкину, он занимался, как бы до развала Союза, он занимался станковой скульптурой. Это значит маленькие, кабинетные, ну, допустим, бюст. Да, Стоит, я да. хотел до него дойти, наш прекрасный бюст, да. Вот, и как бы, получается, я учился на старом станковом отделении, и мне близкая скульптура такая небольшая, камерная, и особо монументальностью я не страдаю. Да, ну, есть, конечно, наши старшие товарищи, которые отучились на монументальном, им сложно делать что-то маленькое. И, наверное, у них есть какой-то диссонанс, что не хватает. А у нас нормально, работаем. Ну вот, я хотел сказать, что прекрасный бюст Грибановского, который у нас здесь стоит, сколько уже, ты когда примерно его сделал, не помнишь? Ой, нет, не скажу. Я пришел просто работать, он уже был, и многие коллеги тоже его помнят, он чудесно, все мероприятия в историческом зале, он все видел, он все впитал, да, он все мог, ему было о чем поговорить с дворником и с чурочником, если их в одну комнату посадить, мне кажется, он бы там много историй рассказал. Слушай, а есть у тебя вот какая-то идея фикс, какая-то мечта, вот какую скульптуру, которую ты хотел бы сделать, но, допустим, там материалы или время, или там что-то не позволяет тебе сделать? Огромный трехметровый Николай Часов. Ну, трехметровый это маленький. А так у каждого академического скульптора, тот, кто учился в академии, есть мечта сделать конную статую. Какую? Ну, конную статую. Опа. Конный памятник, да?
неважно кому, неважно чего, потому что Сложно. Как это, вызов. это интересно, это сложно. Лошадь – это самое красивое существо на земле. А если на лошади посадить женщину, так это вдвойне лучше. Да. Это комбо, вот это мечта мечт. Я картину «Всадница» вспоминаю, вот картину, которую еще в учебнике русского Да, языка да, 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 часто да. суют. Вот такое вот сделать, это да, это мечта мечт, конечно, да. А у нас здесь кого можно было бы сделать в виде всадника или всадницы? У нас вообще тут конных в Якутске нет же скульптур? Нургумбатур на А. площади Победы, Точно. и все. А кто делал его? Наши местные или приезжие? Это, по-моему, на монумент скульптуре заказывали. Мгм. Это в Москве. В Москве или Петербурге на заводе заказывали. А твоя любимая конная скульптура какая вообще в мире? Ты же В говоришь, мире. что ты любишь, да, вот образ лошади как существа, да, могучего, может быть, в мире есть. Не знаю, ну, многие его не любят. Памятник Александру Первому Трубецкого в Петербурге. Мгм. Вот почему-то чем-то он мне нравится, А настроением. кто сделал? Трубецкой. Скульптор такой, Скульптор, да. все, я вот не расслышал. Ты смотришь и думаешь, вот я бы так тоже, наверное, смог. Нет, не Нет? так. Смотришь и восхищаешься талантом. Ну, конечно. И, ну, нет такого желания повторить. Есть просто такое, ух ты. Но восхищение мастера мастерством другого, да, Да, мастера? да. Отлично. Это так редко бывает. Как сегодня пиарятся скульпторы, скажи, Николай, Ну, если не секрет? скульпторы есть художники, и точно так же. Но ты же не можешь в кадр войти с картиной куда-нибудь и сказать, вот моя картина. Как ты это делаешь? Тоже рядом со скульптурой своей стоишь? Ну, наверное, с большими скульптурами, которые стоят в городе, дела обстоят проще. Потому что На слуху. меня там не надо быть рядом, чтобы люди ее сфотографировали и распространили в соцсетях. А С они этим подписаны, вот, Николай Чачасов, там есть? Ну, Я вот почти. дворника не помню. Там очень хитро подписано, но Есть. есть, Ага, да. ага. Не хотелось так, что прямо на спине Николай Чачасов? А никто не видит все Да? равно. Вот на одуванчиках прямо вот на фасаде написано, никто не видит. Одуванчики? Перед Дворцом детства по картине Андрея Чикачева. Дворец детства, все. Да. Какое будущее у скульптуры в Якутии и в мире? Вот такой сложный вопрос тебе, Николай. Скульптура из хорошего материала, она практически вечна. Откапывают скульптуры из кости, допустим, мамонта, которым сколько, 35-50 тысяч лет? Ну ладно, не 50, 30, ну 30, 32. И они точно сохранились. есть. Они есть. Это же история. Ты достаешь эту фигурку, и ты понимаешь, что какой-то человек ее вырезал. Мгм. И ты можешь сказать, что это было так давно человек уже мог абстрактно мыслить, чтобы вырезать, допустим, ну, человечка или там животное какое-то. На коне. Ну, вряд ли на коне, но с конем, может, поедающим коня. И дальше Египет, Древний Рим, там уже Европа. И вот ты вот всю историю человечества мы рассматриваем как архитектуру и скульптуру. Вот, открываешь любой учебник, это курганы, здания и то, что там находится инвентарь. Это или сделано народными мастерами какие-то утилитарные вещи, или скульптура. Мы, нескромно скажем, летописцы человечества, поэтому скульптура не погибнет, она может измениться, может она станет какой-то более цифровой, но я думаю, скульптура никуда не денется. Вот. Я к этому ты подвел очень хорошо. Я сам хотел подвести. Как она может стать цифровой скульптура? Ну, это очень просто. Если начнем с того, что уже есть программы, которым можно делать виртуальные скульптуры, их можно переносить в материал с помощью 3D-принтеров там, и так далее. Или вообще сохранять в интернете, в сети объемные изображения. Почему нет? То есть ты их создаешь на какой-то программе, да, Да. изображение? Это все равно человек с объемным мышлением 3D создал эту скульптуру. Пусть она виртуальная, но она же скульптура, она есть. Она никуда не делась. И потом по ней можно сделать, выходит, и настоящую скульптуру, да? Да, прям? можно и сделать, а можно и не делать. В принципе, зачем? Если мы погрузимся в цифровой сон, Ну да.
Я у всех спрашиваю деятелей культуры, которые к нам приходят, художников, писателей, не боишься, что искусственный интеллект отберет у тебя хлеб насущный? Ну, фотография грозилась отобрать, интернет отбирали, промышленность говорила, что вот промышленность пришла, все мастера исчезнут. Но тепло человеческих рук, которое создает что-то, ну, любую вещь, не только скульптуру, оно как-то человеку приятнее. Да, И чем больше мы уходим в цифру, в технологии, вот эта вот маленькая деталь, допустим, вырезанная из дерева ложка, она как-то всегда ближе, как-то теплее ощущается. Также нас запугивали, что когда появилась электронная книга, Да. бумажные книги вымрут. А куда они делись? Продаются. Да, меньше стали тиражи, да, они стали невероятно дорогими, но продаются. Ну, какой кайф взять книжку, пахнет типографией, Да, перелистывать, закладочку положить. Ой, хруст страниц, Да, да? да. Ну, главное, запах и ощущение вот того, что что ты держишь что-то настоящее. Также можно подойти вот ночью к кинотеатру «Центральный» подойти и потрогать вот скульптуру Николая Чечасова, поискать, где же там надпись, которую он спрятал. Хорошо, такой вопрос, да? Памятники, например, мы возьмем девочку с собакой, да? Карину Чикитову, правильно? И собаку звали Найда. Да. Когда ты создаешь скульптуры по реальным историческим, да, личностям, насколько сложно установить зависимость от характера, передать ее скульптуре, чем просто вот ты создавал дворника, это же нереальный был человек. Кажется, нет. Вот, а вот здесь вот как сложно было? Ну, начнем с того, что не все скульптуры памятники. Извини, я здесь дилетант. Ну, вот Карину можно назвать памятник, да, это как бы сделано в память о подвиге девочки. Ну, я старался, ну, мы решили изначально, что мы сделаем образ Карины. Не портретное сходство, а образ, чтобы, ну, я думаю, не очень будет приятно человеку каждый раз натыкаться на себя. Поэтому мы сделали образ, характер. И собачку чуть постарше, потому что когда я уже встречался с Кариной, собачка уже подросла с тех пор. Но собаки же быстро растут. Вот. И насчет образа и характера, сама эта история как бы сама дает вот эту вот почву для идеи. Именно вот создать вот такой вот именно характер и показать такую мужественность, силу, стойкость. Ну и вообще для любого произведения, допустим, тот же дворник, в нем тоже есть какой-то характер, наверное, да? Тоже он и зимой, и летом точно непоколебимо будет махать метлой. Но он как аллегорический образ, Ну да. собирательный. А вот я вот... Ну, его не сдует точно, и вот такой же характер у Карины. Ее точно не сломаешь какими-то погодными условиями. А вот чурочника ты когда создавал, ты тоже смотрел, ну, был какой-то прототип, или ты прочувствовал этого чурочника через эти чурки? Не, ну, все равно ссылаешься на какие-то источники, да, Ну-ка. референсы. Полистал, посмотрел эти короткие фильмы, которые сняли в 40-х годах. Почитал вообще, как укладывают. Оказывается, это же не у нас только, по всей России. Это по всему миру укладывали эти чурочные мостовые. В Германии там до сих пор стоят эти чурочные мостовые. Поэтому, начитавшись уже и образ, мы решили взять какое-то начало того века, 20-й, по-моему, и одежда появилась, а там уже характер, тогда это уже моя фантазия. Какая работа наиболее свежая, вот наиболее близкая к нашему времени из твоих? Сейчас памятник Авдеевой, наверное, во Дворце детства в прошлом году. Или позапрошлом году поставили. Позапрошлом, кажется, году поставили. Я еще знаю, что есть не только в Якутске, но и на территории Якутии. Вот, ну, кроме, мы назвали уже, на берегу Алекминска стоит, да, прекрасная, значит, скульптура аллегорическая, как река Лена. А еще где есть твои скульптуры? Если брать такие скульптуры, то в Вилюйске, в том же Алекминске еще есть, в Верхневилюйске,
в Самарсуне Амгинского района. Где-то еще есть. Слушай, а в основном это все государственный заказ или бывают частные заказы на такие скульптуры? Из-за того, что цена высокая, в основном госзаказы, муниципальные заказы, но сейчас появляются и частные. Ну-ка. Ну, маленькую скульптуру поставить своим предкам, или какой-то памятный знак, или просто что-то такое. Ну и мы же занимаемся всякими небольшими скульптурами, статуэтками. Их тоже заказывают. на Скульптор подарок. без дела не сидит, то есть Ну, если хотеть работать, работу можно найти. очень хорошо сказано. И может быть какая-то в ближайшее время выйдет интересная работа, если это, конечно, большой секрет, можешь не рассказывать, какая-то тайна под 7 замками, но либо можешь намекнуть, где что-то выйдет новенькое. Ну, если все удачно сложится, в центре города появится маленькая тоже еще одна смешная скульптура. Так, будем ждать. Ну, не смешная, она серьезная, как бы, но тоже. Еще один с друг юмором. дворника, чурочника Грибановского, которые вместе Это могут почти. собираться. Да. На нем будет тоже какой-то вот значок, подсказка Николай Чечасов? Это в одиночку работал или в паре с кем-то? Но все равно у меня команда есть. Команда есть, ага. Да, потому что Ну, ты лидер этой команды. ну, я скульптор, леплю, а парни занимаются отливкой. Вот Эдгар Николаев, Коля Каимов, они занимаются формовкой, отливкой. Ну, в основном отливкой, формовкой. Там Данил Чаесов, Миша Стрекаловский. У кого какое свободное время есть, они помогают формовать, отправлять, перевозить. Потому что, ну, все можно сделать одному, но это скучно и неинтересно. Не, надо делегировать. Да, надо Мы делегировать, да. живем во времена делегировать. Хорошо, будем ждать этой скульптуры. Немножко интрига, я думаю, нашим зрителям. Что посоветует скульптор, давайте, медийный скульптор Николай Чечасов, что посоветует начинающим скульпторам или вообще начинающим деятелям культуры, художникам, может быть, да? О, это очень как-то сложно. Это так давно было начинать. Но когда-то это было. Как нам говорил Павел Ануфриевич, если ты хочешь стать кем-то, ты должен этого захотеть всем сердцем и посвятить этому всю свою жизнь. Это значит вставать рано, ложиться поздно, учиться еще раз учиться. Ну и не уставать, он говорил. Самое главное в профессии вообще творческого человека быть самокритичным. Так. Это самое главное. Не дать самоуверенности ослепить себя. Да, не стать зависимым от своей работы. То есть что-то понравилось людям, и ты вот этой одной работой остался на всю жизнь, запомнился. Нужно делать что-то новое. Отлично. Нужно говорить... Не быть актером одной роли, Да, скажем так. да. Чтобы люди говорили, так еще вот, а не только дворник, да, а вот еще есть. Поэтому я думаю, Типа того. тебе это уже не грозит. Смотри, сколько классных скульптур мы сегодня назвали, еще многие мы не назвали, и будем ждать новую. Вот. Надеюсь, не одну новую. Да, конечно, конечно. Но вот что посоветовал Николай Чечасов всем начинающим деятелям культуры, да, художникам, скульпторам, потому что сегодня скульптура – это очень важное искусство. Не будем говорить, что оно прям как-то сильно в тени или забыто, но есть у него свои особенности, да, есть у него свои сложности. Уже, как Николай отметил, не как в Советском Союзе, да, заказы сыплются и сыплются, но они есть возможности, и всех призываю, конечно, в ближайшее время сходите посмотреть все скульптуры от Николая Чечасова, от его команды, которую он сегодня отметил, да, сфотографироваться, поставить хэштег, да, чтобы помочь скульптуре развиваться в социальных сетях. Спасибо, Николай. Да. Очень была интересная беседа. Читайте книги, любите жизнь, изучайте искусство, смотрите на скульптуру. Всем пока. Творческие люди. Якутяне о культуре.